Месячник психологического здоровья продолжается по всей стране. Он стартовал во всех учреждениях образования 15 октября и завершится 15 ноября. Подобный месячник проводится 2 раза в год, осенью и весной. О запланированных мероприятиях узнала Светлана Болеева. Уже сегодня с учащимися школ проводится диагностика, тренинги, классные часы, просмотр тематических видеороликов, проводятся различные акции и конкурсы. Организована и работа с родителями. На родительских собраниях можно прослушать лекции по ознакомлению с рисками суицидального поведения, также о том, как не допустить подобного поведения у своего ребенка. Следующий вид работы – это посещение семей. Обязательно, сейчас используется слово визитирование. У нас обязательно в рамках месячника посещение семей. Еще один вид работы – это социально-психологическое тестирование, которое направлено на выявление детей групп риска по употреблению психоактивных веществ. Все мы знаем, что ситуация по употреблению спайс в городах России сегодня плачевная. Несмотря на гибель подростков, на нелегальном рынке данной продукции не становится меньше. Именно поэтому в всей Якутии было принято решение провести мониторинг по выявлению ситуации, сложившейся в республике. В нашем районе подобный мониторинг проводился в 2004 по 2009 годы. Вот тогда мы впервые заговорили о том, что в нашем районе порядка 3% старшеклассников столкнулись с пробами. Весь опрос будет произведен только с письменного согласия самих учеников и родителей детей, не достигших 15 лет. Тестирование – это профилактика. По его итогам можно будет увидеть, в каких населенных пунктах нашего района чаще предлагают наркотики. По словам главного специалиста отдела образования Екатерины Ульяновой, сегодня многие родители отказываются принять участие в тестировании. И здесь надо добавить, что ситуация в Ленском районе по совершению суицидов довольно неблагоприятная. Ежегодно свою жизнь суицидом оканчивает один подросток. Поэтому все, кто видит жестокое обращение родителей с детьми или в образовательных учреждениях, не оставаться равнодушными и обращаться в районные учреждения образования, чтобы таким детям могла быть оказана помощь не только в рамках месячника, а постоянно. Светлана Болеева, Денис Семенов, НВК СХ, Ленск.